Смотрите, почему, вот когда я был в той системе, там была система, что мне нравилось, вот, допустим, после любой презентации, те люди, которые хотят быть в теме, вот у вас есть ровно несколько часов, чтобы, как раз у нас там семинары были, это в 11 часов дня, в субботу-воскресенье. Ваша задача зарегистрироваться до 12 часов ночи. Почему вот эту систему начал внедрять здесь? Все прекрасно вы знаете, допустим, после презентации люди все горят практически, так или нет? Утром начинаешь звонить, трубки в основном не берут. Есть такое? Вот, и здесь я начал применять вот именно закрытие сделки. Вот, кстати, пожалуйста, наша очаровательная Нина Нарху, да? Вы заметили, вчера были люди на презентации у нее, да, и были регистрации. Понимаете, сделка как закрывается? Сразу. Это эффективнее, это тоже американский проект. В любом случае, сами понимаете, маркетинг по-американски это в любом случае круто. И тогда тоже продумали, что действительно нужно закрывать сделки сейчас. Потому что там вот ажиотаж такой был, все, там выбегали, там не спрашивали, ты заработал или нет, подумал или не подумаю. Что мне там тоже нравилось, я всегда вот на обучениях, когда Diamond Rush что веду, всегда немножко акцент делаю. Друзья, измените немножко себя. Особенно те люди, которые ходили там, я не знаю, в одной одежде такой постоянно лет 10, да? И в этой же одежде он приглашает друга, показывает миллионы здесь, да? Понятное дело, что в наше время люди как смотрят? Ну да, это раньше как говорили, встречают по одежке, провожают по уму. Сейчас другое время. Тебя как оценили сразу по одежке, так и проводили сразу по одежке. Если ты одет так же, как вот я не знаю, в чем ты раньше был, да, может и спал в этой одежде, и сюда пришел. Особенно мне вообще нравится летом, да, вот в Ярославле были такие. Ведет человек в шортах, в сланцах, ноги грязные. И он здесь. Понятное дело, первый вопрос, ты сам-то заработал, так это или нет? Вот говорю, если вы берете там 50 тысяч, да, ну возьми ты 55 тысяч. Ну немножко хотя бы измени на себя. Я не говорю то, что надо прям строгий костюм одевать и так далее. Но хотя бы какая-то деловая рубашка. Пусть будет джинсы, но деловая рубашка какая-то должна быть. Согласны со мной или нет? Если мы с вами переключаемся на предпринимателей, предприниматели они сразу знают. И те люди, которые разбираются в вещах, да, то есть они сразу акцент какой делают? На одежду. Бам! И они сразу говорят, ты на рынке оделся, а ты вот в этом бутике. Так ведь или нет? Вот поэтому ты сам-то заработал, нет, ладно, когда уже заработаешь, потом позвонишь, ладно, ну давай, пока. То есть понятно, к чему сказано. В любом случае немножко нужно, тем более девчонки, подкрасились, подштукатурились, да, пошли на улицу, да. Девушка, с вами можно познакомиться? Конечно, можно, запиши адрес, я тебя 7 часов там жду. То же самое там. Я сразу все свои спортивные костюмы выкинул, все выкинул. Гаврил отдел, все. Ну там же реакция какая, допустим. О, пятница, на свадьбу пошел. Какой? Суббота, второй день. Воскресенье, хмеляться пошел. Понедельник, вторник, среда, и все, приговорили ходят. Естественно, вопрос задают, Жень, сейчас чем занимаешься? Да так, проектом занимаюсь. Вот что ты проект? С какой целью ты вообще интересуешь? Так, балдею, тебе денег не хватает. Ну, сам знаешь, какие сейчас деньги, кому хватает. Чем ты сейчас занимаешься? Смотри, сейчас смысл не вижу, о чем сейчас буду с тобой разговаривать, потому что, смотри, тема будет новая, то есть не то, что будет новая, тема новая, проект новый. Понятное дело, пока мы сейчас не разглашаем, если тебе нужны действительно серьезные деньги, в принципе, пока есть как бы вакансия, не вакансия, то есть есть место, в принципе. А можно потянуть. Ты мне лучше, чтобы он вас не мучил, а что, да как. Вы же не выкинете его там, допустим, если это в машине, допустим. Вы же не выкинете в машине. Понятно, там трубку положил, гаишник тормознулись, не могу говорить, да, скорость там, есть когда приглашение. А когда ты уже встретился с ним, ты же не убежишь от него, как ошпаренный. Я обычно как делал? Это в те года я начал так делать. Я как делал, вот смотри, давай ты лучше о себе расскажи, чем ты вообще этим временем занимался. Какой опыт у тебя в какой сфере? Ты мне лучше расскажи. Высшее образование есть, нет? Ну да, там, допустим, с компьютером как-то, на вы, на ты, ага, понятно. И он тебе такую биографию сейчас расскажет. Ну, короче, ладно, все понятно, мне достаточно от тебя, я услышал, давай сделаем так. Завтра, значит, с руководителем, ну не с руководителем просто, с человеком переговорю насчет тебя. Если все нормально, давай на часиков 2 позвони, мне как раз будет свободное окно, как раз обед. И я тебе уже скажу, если все нормально, мы с тобой уже там договоримся о встрече, и все с тобой текущий момент обсудим. Если уж нет, тогда уж извини. Ровно в 2 часа любой человек звонит, минуты позже, минуты раньше. Ну что там, Жень, переговорил? Ну да, в принципе, поговорил. Ладно, короче, давай, короче, 6:30 подъезжай по такому-то адресу к нам в офис. Ой, слушай, Женя, я сегодня не могу.
Ну, не знаю, завтра будет возможность, завтра не будет. Короче, смотри, если возьмут человек, потом сам лоб кусает. Давай, мне некуда. Вот слушай, ну ладно, куда подъехать? Понимаете? Вот и все. В любом случае, в любом приглашении, в любом нужно всегда создавать ценность. Как раз при закрытии сделки, я как раз вас научу, как это нужно делать. Ладно, поехали. Теперь смотрите. После любой презентации, что мы делаем?